Стоять! Там я пилел, проскочил. А сейчас он еще больше вылез. Но она немножко неправильно встал. Короче, мне надо выехать, боком встать и там спилить. Коридорчик там сделать. Здесь прижмет. Здесь прижмет, ребята, меня. Слишком высоко вот стал, блин. Так. Хрен-то там, блядь. Так, туда. Так, надо спилить. Ой, блядь. Так. Не получится, наверное, здесь. Прижмет. Больше боюсь. Боюсь, что прижмет, ребят. Так. Че он едет? Если заднюю включить, этот сверху, это тоже сверху. Вроде висит. Ну вот, сейчас-то я проеду. Проскочим. О! А кто после нас будет идти на лодке, придется снова пилить. На краю берегу. Ничего страшного, попилят. Делов-то.
Этот уже спилил, это уйдет. Сейчас вода упадет будет. Тот тоже сломается. Так что потихоньку, помаленьку. Кто как может, идет, пилит. А чтобы 100% пилить, я не стану, конечно. Осадок какой-то. Надеюсь, что пыльца. Очень надеюсь. Что-то прохладно стало, ребят. О, медведь, что ли, там прошел? Или выдра? А, выдра, наверное. Отмечала, да, выдра, следы выдры. Я думал, лапы там, а оказывается, это выдра. Когда отмечает, царапает землю. Он в туалет ходит и закапывает. Ну, вечереет уже, вечереет. Солнце садится. Прохладно становится. Вот еще. Да, выдра. Бобра вообще нету. Бывает, их видишь, когда идешь по реке. Тишина. Собака вообще молчит. Ну вот. Очередной тупик. Аккумулятор разрядился. Установился поперек реки. Осина такая длинная. Смотрите. Здесь вот попробую спилить. Сломается. Осина хрупкая тоже. Сломается. Но вряд ли, конечно, развернет нам. Сперва здесь спилю. Потом уже посмотрим, как будет. Как пойдет. Тулан засыпает. Скучно ему. Да? Скучно тебе. Скучно тебе. Опилки уже целый мешок у нас в лодке. Ой, блядь. Так, ну что? Что-то получится. Пойдем. Че он застрял, не понимаю. Мон. Моноди. Ну вот. Этот ничему не мешает. Пока так.
Летом низом можно проходить. Еще метр воды уйдет. Много еще. Пускай так будет. Встретимся осенью. С берегом ушли деревья. Вот он завал. Шляпень там. Там что-то серьезное. Верхушкой спилить придется. Камлевая хренова. Нормально пройдем. Пройдем. Но скажу вам, хороший мусоросборник тут. Так, несколько этих придется спилить. Нормально. Это не низовые какие-то. Но мало что, конечно, тут пройдет. Ну, туда, бери. Мало что тут пройдет. Тут завал хороший будет. Придется попотеть тут. Мон бере, мон, бере. Отлично, этот упал. Вообще здорово. Развернула. Отлично.
кусочки пропилим. Уйдет. А? Сейчас-то я проскочу, могу перепрыгнуть все это дело. Короче, что-то движуха началась. Какая-то движуха, ребят, началась. Это надо еще спилить. Держит. Блять. Бензин, что ли, заканчивается? Видите, одна ветка и уже какое-то этот уйдет. Сейчас вода упадет, он низом там пройдет, ребят. Все. Этот завал мы победили, будем считать. Этот завал победили. Это низом потом уйдет. Да, низом пойдет. Все. Встретимся осенью. Никуда не уходи. Основное пройдет сейчас. Немножко вспотел. Этот здесь остановится. Ширли Мерли, блядь. Тут. Ну да. Тут застрянет. Застрял. Прошлогодние. Трогать не стану. Пускай пока так будет. Завалище, вот смотрите. Сверховье при вот это прошлогоднее возле избы, который был большой затор, оно вот сюда пришло. Вот он.
по как сказать, по количеству совпадает. А это ерунда, это верховые тоже. Вода упадет, они висеть будут. Сейчас кто будет подниматься, там спилит. Некуда им деваться, придется спилить. Медведь. Сперва там шорох услышал. Не, останавливаться не станем, Туан. Любопытный. Шустро убежал. Сперва услышал. Собака сразу и не услышала. А я услышал. Удрал. Может, где-то тут? Не такой крупный. Не крупный. Может, год-два. Нет, Улан, не хочу. Без ружья, потом тебя ждать. Чем это закончится? Виделись и достаточно. Ладно. Поедем. Надеюсь, в кадр попал. Блин, еще руками так. Лось думал. Один в один такой же бурый, как лось, коричневый. Завал. Плохой завал, ребят. Ай, блядь. Нехороший завал. Нехороший. Вот тут стоял в прошлом году, вот здесь. Чуть-чуть подвинулся. Как пилить? Без понятия. Ай. Капец. Очень трудный завал. Напоследок уже немного осталось. Блять, как пизданет сейчас нахуй. Ай, сука, там сучок еще. К назлу. Так, вариант здесь пилить, потом он сломается, потом здесь пилить, еще сломается, и коридорчик будет в середине. Если я здесь пилю, он сломается, и пока ничего не получится. Блять.
А, сука. Палец сломаешь, блядь. Так. Так, как же быть? Или там спилить еще? Пусть там ломается. Как сломается он? Так. Бензин закончился. Ребят, чем я кормлю лодочный мотор, тем же и заправляю. Уже 3 заправки. Спилил нормально все. Пойдет нормально. Фу. Медведь тут. Вот здесь медведь. Далеко не надо ходить. Косолапый. Косолапый. Лапый. Но была не была, ребята. Буду хромсать. Как получится потом. Лутла. Бре. Так. Напор давит туда. Снизу вот так надо пилить. Фу. Не понимаю. Пиздец нахуй. Чуть не пизданулся. Бать мой хуй нахуй. Бляди, мотор там. Чтобы мотор не зацепил у меня. Вот ладно. Вроде обошлось, но хреново дело. Надеюсь, мотор цел. Так. Пока ничего больше трогать. Хотел еще там спилить, не буду. Поднимусь, развернусь и вот тут пройду. Пиздец, блядь. Чуть не упал в воду. Вон, вперед, пойди. Пойди. Ай, медведь. Просто так ты не вышел к нам, блин. Предупредить, наверное, вышел. Фу, блядь. Течение большое, надо все рассчитать. Любое неловкое движение, можешь без лодки остаться, ударишься или еще. Пока так оставлю, нафиг. Вот, не надо вообще газовать, течение сам несет. А тютя лысая, блядь.
Ну все, вроде обошлось. Вроде обошлось. Фу. Ой. Ну тут уже большая река скоро будет. Вроде все целы. Перекур, чай попьем и дальше поедем. Ох. Тут конфеты, чай, все и мне есть. Все меняется, зеленеет уже. Сейчас зайцы на луга в такую пору выходят. Вот первую траву они кушают. Можно их увидеть по вечерам, если, скажем, сходить по лугу. Ну, тут все четко, все чисто. Сейчас попью чай. Прямо здесь, за столом. Штатива нету, камеру как-то поставил. Надеюсь, не упадет. Ну и фильм буду заканчивать. Поход на вторую избу. Небольшой перекур тут у меня остановился. Каждый год так. Поднимаюсь, останавливаюсь. Выезжаю, останавливаюсь. Господь Тулан. Господь. На стол еще залезь. Момент с медведем вот тут. Я не знаю, надеюсь, в кадр попал он. Но от силы 20 метров от меня было. На лодке как-то себя безопасно чувствовал, но он стоит, не убегает. Думаю, сейчас прыгнет на нас. Как-то вот такое. Были случаи, когда наши мужики рассказывали, говорит, медведь как-то, ну, наверное, с медвежатами, или я не знаю, отчаянно, говорит, не боится там, прям на тебя идет. И вот сейчас тоже, вот, думаю, блин, сейчас прыгнет в лодку. Такие вот мысли в голову идут, такие вот нехорошие. Медведя увидишь, сразу думаешь, что медведь на тебя нападет, там, загрызет, порвет. А он сразу убежал. Но молодой медведь, первый раз, наверное, еще видит лодку, технику. Тулан, Господь. И любопытный. Так что в этом походе удалось мне увидеть лося, медведя. Зайцев не было. Несколько рябчиков видел. Поднимались, уток много было. Сегодня на Таежной реке тоже утки летали. Тоже есть. Ох. Вот так. В этом сезоне уже второй раз вижу медведя.
Не хочется с ними встречаться вообще. Хоть с ружьем, хоть без ружья, хоть на технике, хоть на чем. Не хочу еще. Ну, чисто ради вас, чтобы вам что-то показать. А в остальном, чтобы вот мне лично не хочется встречаться. Вот. Я дальше буду пить чай и поеду до дому, домой. А вам хочу сказать большое спасибо, кто досмотрел все серии. Экшена не было, к сожалению, такого, но экстремальное пиление этих заторов был. Потому что каждый завал это риск утопить пилу. Но и последний, самый опасный был. Самая опасная береза, которая так шатанула меня, что я чуть не упал с лодки, во-первых. И если бы я сразу посмотрел, чтобы если выше лодки дерева, надо бояться того, что это дерево упадет и придавит лодку. Он тяжелый, это такая береза. Но он у меня сбоку был, но все равно. Так шатануло меня, конечно, капитально. Да и течение там, перевернуться запросто можно. Одно неловкое движение, и ты можешь оказаться в воде. Вот. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Следующий поход на вторую избу, на лодке, наверное, будет уже в октябре. Раньше не обещаю ничего. Дальше, сейчас уже буду ходить сюда, на эту избушку. Тоже с ночевкой, на рыбалку. Как ни странно, вообще комаров нету. Вроде и тепло, воздух теплый, а комаров нету. Удивляюсь. Вот. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь, смотрите. Если не нравится, там под каждым фильмом писать, что отписываюсь или же не так снимаю. Ну, просто отпишитесь и все, молча. А кому интересный мой формат фильмов, смотрите. Фильмы выходят через день, каждую неделю. И даже перерыва таких больших нету у меня на канале. Постоянно я поддерживаю канал, снимаю. Понятно, может быть даже и как-то, ну, нету экшена, нету и еще что-то там, но как живу, то и снимаю, так и показываю. Экшен, когда будет, будет. Как бы на осенней охоте видели лоси, в принципе, иногда и вижу. Каждый год, в принципе, я их вижу, но лицензии у меня нету, чтобы их добыть, вам показать. Так что сравнивать с другими каналами не стоит. Я сам по себе, как умею, так и снимаю, так и хожу, походы. Как получается. Так что вам еще раз говорю спасибо. До новых встреч, до новых видео. Всем хорошего настроения и пока. Я дальше отдыхаю и уже еду домой.
вещь.